За последние 2 года Пенсионным фондом республики на увеличение выплат всем категориям граждан выделено 633 миллиона 128 тысяч рублей. Накануне во втором окончательном чтении парламент внес изменения в статью 7 Закона о персональных пенсиях в Республике Абхазия. Согласно документу, пенсионеры, получающие персональные пенсии из семьи умерших персональных пенсионеров, будут получать выплаты в 13 тысяч рублей. Это решение было принято с поручением президента 27 августа изыскать, увеличить выплаты, пенсии, пособия. И мы были совещания, мы посмотрели свои силы, каким категориям можем увеличить, и был, естественно, выбор сделан. Категории, связанные с войной. Пенсионеры, имеющие звание Герой Абхазии, с ноября получат выплаты в размере 8500 рублей. Пенсионеры, награжденные орденом Леона, 8 тысяч. Награжденные за отвагу, 7500 рублей. Это всем награжденным, это 3 категории: Герой Абхазии, орден Леона и медаль за отвагу. Это у нас на 2000 мы добавили в связи с тем, что до этого, когда было в 2024 году с начала года повышение пенсии, выплат нашим инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, то награжденные тогда в эту категорию не вошли. По мере возможности фонда и инвалидам тоже на 1000 рублей увеличено всем категориям. Это 14 категорий наших получателей суда. Инвалиды войны 1992-1993 годов первой группы будут получать 13 тысяч рублей, второй группы 10 500 рублей, третьей 9 500. Семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии на каждого нетрудоспособного члена семьи будут выплачивать по 8 500 рублей в месяц. Размер выплат семьям умерших инвалидов, в том числе первой группы, составит 13 тысяч рублей, второй группы 10 500 рублей, инвалидам третьей группы 9 500 рублей. Семьям умерших инвалидов 8500, инвалидам-резервистам Вооруженных сил Республики Абхазия пенсия повысится на 1000 рублей. По словам председателя Дениса Гулария, пенсионный фонд пополняется за счет страховых взносов, однако на сегодняшний день в республике более 140 тысяч трудоспособных, из которых взносы выплачивают всего 40 тысяч человек. Этого не хватает, чтобы одновременно увеличить размер пенсии всем категориям граждан, получателям абхазской пенсии. Пенсионный фонд администрирует страховые взносы от государственных учреждений, от коммерческих, от хозрасчетных организаций. Даже с налогов у нас от спецналога часть процентов пенсионный фонд поступает. Даже у тех, у кого есть патентная система налогообложения, это тоже часть поступает в пенсионный фонд. В этом отношении человек, где бы он чем ни занимался, если он добросовестно отчисляет страховые взносы в пенсионный фонд, в будущем, если из 40 тысяч еще бы 80 в общем у нас из того трудоспособного населения отчисления делали бы в пенсионный фонд, но я уверен, что наши выплаты на сегодняшний день были бы в двойном размере. Но несмотря на сложности, по словам Дениса Гулария, в июле месяце были увеличены доплаты гражданам, не получающим российскую пенсию. С августа 2025 года также увеличены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Афганской войны, а также чернобыльских событий. Гугуца Вардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение.